Полицейские, спасатели, волонтеры и даже собаки. Больше 70 человек на лодках и квадроциклах 3 дня искали двух пропавших подростков. Напомним, 16-летняя девушка и 17-летний парень вечером уехали кататься на надувной моторной лодке. Затем перестали выходить на связь, и больше их никто не видел. Пришлось разделить все на сектора и искали уже волонтеры на определенном секторе искали. ГИМСы на определенном секторе воды искали. Мы искали вот на своем участке. Методом тролления первые дни искали и визуальным осмотром. В поисковой операции участвовали и десятки волонтеров. Они разделились на несколько отрядов. Кто-то обходил берег Камы, кто-то двигался по акватории реки, где предположительно и катались пропавшие подростки. Заводи осложняли переходы до Братца, до поворота Елабуги. Береговая линия примерно приблизительно где-то 14 километров в первый день мы прошли. Сегодня утром тело девушки было найдено у берега недалеко от села Танайка. Ближе к обеду, примерно в том же месте, на дне водолаза обнаружили и тело парня. Тело девушки было вынесено на берег, а молодого человека обнаружили на дне водолаза. В настоящий момент тела направлены на исследование. Внешних признаков насильственной смерти на них не обнаружено. Проводится комплекс иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Накануне в соцсетях появилась информация, что лодка подростков могла зацепиться за баржу. Сегодня в одном из телеграм-каналов сообщили, что плавсредство нашлось в Пермском крае. Так что версию о столкновении с баржей не исключают. Но официально эту информацию ни Следственный комитет, ни транспортная прокуратура не подтверждают. По нашим данным, похожую лодку действительно нашли у берегов Перми. При этом, кому она принадлежала, еще только предстоит выяснить. Салават Ухмадуллин, Максим Бегажев, Азат Замигуллин, ТНВ, Елабужский район, Казань.